Друзья, я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что он за человек. У него нет честности. Он не умеет держать свое слово. Он переходит к другим вещам, меняет тему. Но я собираюсь посрамить его. Я собираюсь посрамить его пророка и показать, что его Бог приказывает насиловать. Так же, как его Бог приказал это делать головорезам-джихадистам вроде него. Насиловать таких женщин, как его мать. И я собираюсь показать ему, что поскольку у него нет уважения, у него нет честности. Он не может придерживаться правил. Я терпеть не могу таких людей. Но ради Исы я просто уничтожу Мухаммеда и его Бога и поставлю этого человека на его место. Теперь мы посмотрим, что говорит ваш Бог о супружеской измене и изнасиловании. Книга Сахих Муслим 33, номер 6421. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько грязен его Бог. На вашем фоне сатана выглядит чистым. Воистину Аллах определил ту самую долю прелюбодеяния, которую может предаваться мужчина, и которую он по необходимости должен совершить. Сахих Муслим номер 6421. Сахих Бухари, том 8, номер 609. Ибн Аббас сказал: «Я не видел ничего более похожего на мелкие прегрешения, чем то, что передал Абу Хурайра от пророка, который сказал: Аллах уготовил сыну Адама неизбежную долю прелюбодеяния, осознает он это или нет. Таким образом, его нечестивый, порочный Бог, согласно его нечестивому пророку, предопределил не просто изнасилование, но и прелюбодеяние. Его Бог не только приказывает насиловать, но и побуждает людей к прелюбодеянию. Теперь мы поразвлечемся над противоречиями в Коране. Поскольку вы открыли рот, чтобы критиковать Библию, потому что вы нечестный человек, вы не сможете защитить Коран. Вам приходится нападать на Библию, и лучи из ваших глаз достигают от Индии до Мекки, и они касаются черного камня, который ваш пророк лизал, как язычник. Глава 2, стих 29. Противоречие. Что возникло раньше, небеса или земля? Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем... Это слово «тумма», и не играйте в игры с арабским языком. Я надеюсь, вы настолько глупы, что скажете, что это не так, чтобы я мог еще больше посрамить Мухаммеда. Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Это сура 2.29, сура 41, аята с 9 по 12. Скажи, неужели вы не веруете в того, кто создал землю за 2 дня? Давайте посчитаем, ребята, потому что Мухаммед не знал математики, и он тоже не разбирается в математике. Так же, как он не разбирается в естественных науках, например, в медицине. За 2 дня и равняетесь с ним других, он же Господь миров. Он воздвиг над землей незыблемые горы, наделил ее благодатью и распределил на ней пропитание для страждущих или для тех, кто спрашивает, за 4 полных дня. 2 и 4 — это уже 6. Хорошо. Потом, слово «сумма». Потом он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: «Придите по доброй воле или против воли». Они сказали: «Мы придем по доброй воле». Он сотворил их 7 небесами за 2 дня и внушил каждому небу его обязанности. Итак, еще 2 дня. Но это противоречит суре 7, аяту 54. Там говорится, что он сотворил небеса и землю за 6 дней. Теперь на случай, если он совершит глупую ошибку, отрицая это, прочитаем Рияд ас-Салихин, номер 1854. Однажды посланник Аллаха взял меня за руку и сказал: Аллах создал землю в субботу, и Он создал на ней горы в воскресенье, и Он создал деревья в понедельник, и Он создал все дурное во вторник. Итак, давайте посчитаем субботу, воскресенье, понедельник, вторник, и Он создал свет в среду, и Он распространил по земле животных в четверг, и Он создал Адама в послеполуденное время в пятницу. Что ж, ничего себе, в хадисе Мухаммеда говорится о 7 днях, суре 7.54 о 6 днях, суре 41, аятах с 9 по 12 о 8 днях. Храни свой Коран, это из преисподней, это не истина от Бога. Глава 17, аят 1. «Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Алякса». Итак, я собираюсь спросить вас, и я собираюсь проучить вас. Кто этот человек, который взял раба? Кто этот раб? Где находится заповедная мечеть? А где мечеть Алякса? Ответьте на этот вопрос. И вы не можете этого сделать, исходя из Корана. Но когда вы выходите за рамки Корана, мы закапываем Коран еще глубже в преисподнюю. Потому что, согласно вашему хадису и другим хадисам, таким как Бухари и Муслим, мечеть Алякса — это храм. Мой друг, ваш пророк ничего не знал ни о географии, ни об истории. В то время, когда ваш лжепророк пророчествовал, храма еще не было. Позвольте мне зачитать, что Зияд ибн Абдуллах аль-Бахи рассказал от Мухаммада ибн Исхака. Затем ночью апостола перенесли из мечети в Мекке в мечеть Алякса, которая является храмом Алии. Я хочу, чтобы вы спасли своего пророка от унижения. Покажите нам, что во времена вашего пророка в Иерусалиме был храм. Храм Соломона был разрушен в 586 году до нашей эры. Второй храм в 70 году нашей эры. Какой храм посетил ваш пророк? Его не было. Далее, в своем рассказе Аль-Хасан
Хасан рассказывает, что апостол и Гавриил шли своим путем, пока не достигли Иерусалимского храма. Нет, в Иерусалиме не было никакого храма. Так что мираж — это мираж. Это не что иное, как его сверхактивное, демонизированное, сатанински вдохновленное воображение. Сэм, ты отметил, что храм был первоначально разрушен во времена до нашей эры, затем храм был восстановлен, а затем храм был разрушен римлянами в 1 веке. Итак, появляется Мухаммед, и он рождается в 6 веке, а затем он отправляется в ночное путешествие в 7 веке. Итак, доктор Шуайб, Сэм указывает на то, что первоначальный храм был разрушен во времена до нашей эры, затем восстановленный храм был разрушен римлянами в 1 веке. Так что ко времени Мухаммеда там уже не было храма. Он был разрушен столетиями ранее, и вы утверждаете, что храм не был разрушен? Так о чем именно вы говорите? Когда он был там, храм существовал во время Мухаммеда? Или он видел что-то из другого времени, или что-то в этом роде? Мы пытаемся понять, о чем вы говорите. После 70-го года нашей эры храм был построен. Храм был там, на самом деле, в 7 веке. Храм был там. Он был разрушен в 70-м году нашей эры. Он был разрушен ранее, в начале нашей эры. Так что в то время храм был там. Нет, вы еще не поняли, что 70-й год нашей эры — это 1 век. Вот тогда-то и пришли римляне. Они завоевали город, уже прошло 40 лет со времен Исы. Итак, 70-й год нашей эры — это просто 70-й год. Верно? Получается, Мухаммед родился в 570 году. Значит, Мухаммед родился через 5 столетий после того, как храм был разрушен римлянами во 2-й раз. Итак, римляне не позволили им восстановить храм. Там нет храма. То есть вы утверждаете, что там был храм? Мы спрашиваем, когда храм был восстановлен? Если он был разрушен в 70-е годы, то когда его восстановили, чтобы он был там при Мухаммеде? Я говорю, что он был разрушен в 70-х годах, но в 1 веке, во 2 веке, в 3 веке, в 4 веке, в 5 веке, в 6 веке, за столько сотен лет храм был построен. Когда именно он был построен, я не знаю. Но вы должны выяснить, когда он был построен. Но когда пророк Мухаммед отправился туда, он увидел храм, вернулся и объяснил каждую деталь храма. Очень хорошо. И благодаря его объяснениям каждой детали храма люди поверили в то, что люди согласны с этим. Потому что некоторые люди посещали храм, и он подробно объяснил каждую деталь устройства храма. Доктор Шуайб, мы знаем, что мусульманские источники говорят о подобных вещах, но мы хотим сказать, что у нас нет сведений о восстановлении храма, так что это ваша работа. Вы должны были показать, какой это был год, когда евреи появились позже и разрушили храм. Поскольку я был в Иерусалиме, там до сих пор сохранились обломки храма, разрушенного в 70-м году нашей эры, как раз в то время, когда он был разрушен. Камни все еще лежат там. Так что да, если в какой-то момент он и был перестроен, то теперь там все перестроено заново, поверхность выровнена. И теперь там стоит купол скалы, мечеть Алякса и так далее. В общем, вам придется разобраться с тем фактом, что храм был восстановлен, потому что я впервые слышу об этом. Все в порядке. Слава Богу Иса Масиху, Богу Мухаммеда и судье за победу и разоблачение Мухаммеда как антихриста, сына сатаны, а Аллаха как ложного Бога. Он снова клевещет на Павла, а это значит, что Аллах лжец и обманщик, и Мухаммед был лжецом и обманщиком. Обманщик — это не только безнравственный человек, потому что в 3 главе стих 55 и в главе 61 стих 14 Корана говорится, что истинным последователям Исы была дарована победа, и они стали победителями с того времени, как Иса отправился на небеса до дня воскресения. Ибн Катир аль-Куттуби, Табари, Ибн Хаджар аль-Аскаргани, Ибн Ицхак, все люди, с которыми он встречался, были учеными, и он это признавал. Вернитесь, прослушайте это. Он невежда, он не ученый, он даже не очень хорошо разбирается в своей религии, не говоря уже о Библии. Все они подтверждают, что Павел был истинным апостолом, уполномоченным Аллахом распространять послание Исы. Но этот клеветник, этот злой агент назвал его лжецом. Это означает, что если он лжец, то это его Бог вдохновил его на ложь. Поэтому он просто обвинил Аллаха в том, что он Хайру Макрим, величайший обманщик из всех, что означает, что его Бог Аллах — это дьявол, отец Мухаммеда. Так что спасибо вам. Да, Павел лжец. Вините своего Бога, который вдохновил Павла, который наделил Павла силой и даровал Павлу победу. Так что послание Павла до сих пор торжествует над Мухаммедом в Коране. Письма Павла, послания Павла, вдохновенные Духом Святым, разрушает ваш ислам, ваш Коран и вашего Бога. Слава Исе, Богу Павла, простого слуги Исы, могущественнее Аллаха и его посланника. Благодарю тебя, Господь Иса.
И снова он солгал постыдно, отвратительно. Он сказал, что в послании Павла нет таких слов. Ребята, прочтите 3 главу из послания к римлянам с 5 по 8 стих. По второму разу. Я собираюсь прочитать 7 и 8. «Ибо если верность Божья возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня судить как грешника? И почему бы не сказать, что как о нас клеветнически сообщают, и как некоторые утверждают, что мы говорим?» Тут Павел задает риторический вопрос, и, отвечая на него, говорит: «Если я лгу, как Мухаммед, если я такой же лжец, как Мухаммед и Аллах, и моя ложь возвеличит Божью истину, тогда это означает, я выставляю Бога в выгодном свете». И он говорит, что это плохая мысль. Такова мысль Мухаммеда. Я осуждаю Мухаммеда и его Бога, потому что мы, христиане, не лжем для того, чтобы сделать Божью истину более ясной. Мы не обманываем для того, чтобы Бог выглядел более праведным, потому что мы слуги Божьи, призванные быть святыми. Так что поддержите меня в осуждении Аллаха. Хайру Макрин, худшего обманщика из всех. И Мухаммед, сын дьявола, который является отцом лжи. Не будьте такими, как Мухаммед. Следуйте за Исой. Мой пример говорит о том, что он путь, истина и жизнь. Он хотел бы, чтобы Мухаммед был подобен Павлу. Но Мухаммед недостаточно хорош, чтобы завязать даже сандалии Павла. А Павел был не более чем рабом Иса Масиха. Благодарю тебя, Иса, за то, что ты воскресил Павла, приговорил Мухаммеда к аду и разоблачил его по твоей милости. Хвала тебе, Сын Божий.